Здравствуйте, дорогие друзья! Республиканская детская и юношеская библиотека запускает новый проект, и называется он «Кочуем по Бурятии». В чем суть данного проекта, спросите вы? А вот в чем. Мы хотим совершить путешествие по прекрасной благословенной земле Бурятии, узнать, чем живет современная республика, и познакомиться с новыми интересными людьми. И снова здравствуйте! Проект «Кочуем по Бурятии» набирает обороты. И сегодня у нас в гостях Курумканский район. Особенностью этого района считаются многочисленные природные памятники, сакральные места, важные для каждого буддиста Республики Бурятия. И один из них – Российский международный буддийский центр по медитации. Находится он в 200 метрах от буддийского Курумканского дацана и в 2 километрах от села Курумкан. В чем суть данного центра? За территорией дацана находится 30 небольших домиков, которые предназначены для медитации. Медитация, именно практика этой медитации называется ретрит. Ретрит, чтобы вы знали, это углубленная практика самоанализа, познания себя, внутренних возможностей, и происходит это все в гармонии с природой, с окружающей средой. Все это должно происходить в отдельном домике, и самый главный критерий, который очень тяжело дастся, наверное, многим людям, это полное молчание. То есть на время медитации вы должны сохранять полное молчание. Вот таким людям, как я, например, которые очень любят поговорить, наверное, это будет очень сложно. Потому что, я думаю, медитация сама будет происходить не один день, потому что познать себя – это, наверное, очень такой долгий процесс, который важен для каждого. И думаю, в то, что в нашей быстротекущей жизни, когда не успеваешь просто даже на элементарные какие-то человеческие вещи, очень нужна такая практика, чтобы отдохнуть, познать себя, познать свои какие-то возможности, открыть свои таланты и просто подумать о жизни и вообще, как нам было бы лучше устроить свою судьбу и судьбу своих детей. Также достопримечательностью этого района являются каменные ворота, которые по-бурятски звучат «Удын-шулым». Что же они значат? Есть такая легенда, что молодая пара, которая не имела детей, но очень желала, прошли сквозь эти ворота и в скором времени стали счастливыми родителями. Так что вот эта достопримечательность, я думаю, тоже для многих будет очень интересна. Говоря о семье и о детях, хотелось бы сказать, конечно же, о самой, наверное, интересной и важной буддийском объекте, который находится на территории Курумканского района, это лик танцующей богини Инджимы. Этот лик появился в 2005 году, когда ламы традиционной буддийской санхи во главе с Хамбаламой Ушеевым приехали в эти места для того, чтобы найти реликвии буддийские, древние реликвии буддийские, которые были утрачены во время репрессий. И вот в момент, когда Хамбалама находился на высшей точке медитации, он прочитал мантру и увидел облик, появившийся на скале. И облик этот принадлежал богине Инджиме. Вообще на территории Бурятии о богине Инджиме знает очень мало. И у нас здесь не читают для нее какие-то определенные хуралы или дни какие-то не выводятся. Но есть такая легенда, что в Древней Индии, помимо священной реки Ганг, была еще такая река Сатисвати. Так вот, как раз индийское имя богини Инджимы – Сатисвати. В то время люди, когда отвернулись от Бога, потеряли свою какую-то духовность, прекратили какие-то молебны и так далее, эта река ушла глубоко под землю и находится до сих пор там. И вот то, что вот появился облик на скале, это дает нам надежду на то, что люди вернутся к вере, вернутся к Богу, повернутся к Нему и возлюбят все друг друга. А еще местные жители говорят, что богиня Инджима может помочь тоже обрести семью, родить ребенка. И многие женщины ездят специально в дацан, который находится рядом с этим ликом, для того, чтобы помолиться этой богине, попросить у нее ребенка и быть счастливыми. Так что
Имейте в виду, если вдруг захотите посетить Курумканский район, обязательно посетите это благословенное место. Ну а сейчас дадим слово нашим курумканским друзьям. Спасибо за внимание, до свидания. Баргузинская долина – один из красивейших уголков Бурятии, овеянный древними легендами и преданиями. В ее восточной части расположен Курумканский район, который простирается между двумя величественными горными хребтами – Баргузинским и Икатским. Слово «Курумкан» происходит от тюркского «курум», означающее каменистые россыпи, и «кан» – эвенкийский суффикс уменьшительной формы. Красивое название дали районному центру Курумкан. В нем слышится прощальное курлыканье журавлей и нежный стук воды, кипящих аршанов по камешкам, хрустальный звон горного ветра и шум вековых кедров. Особенностью Курумканского района считается наличие уникальных природных памятников и священных для буддистов мест. Священная гора Бархан-Ула по праву считается главным культовым объектом в Баргузинской долине. Считается, что человек, поднявшийся на эту гору, устанавливает связь с таинственной силой этого места и становится единым с Богом. Только люди, ведущие праведный образ жизни, могут увидеть на скалах этой горы огромное изображение Будды. По мифологии бурят, гора Бархан-Ула – место пребывания Бархан-Бабе и Хажар-Саган-Найона, хозяев Баргузинской долины. При въезде в Курумканский район вдоль подножия Баргузинского хребта расположено маленькое село Элысун. В 70-е годы прошлого века Элысун прославился тем, что входил в число самых многодетных сел страны. Оно по рождаемости занимало первое место в РСФСР и третье в СССР. Многие этот факт объясняют тем, что в свое время неподалеку от Элысуна медитировал и молился Содай-лама, чтобы в будущем, когда снизится рождаемость, на его малой родине никогда не смолкал детский смех. Элысун с трех сторон окружает святыни Баргузинской долины: священная гора Бархан-Ула, Субурган Содай-ламы, лик богини Энджимы и Буксыкенский серебряный источник. Курумканский район – единственный район в республике, который имеет 12 героев социалистического труда. Это почетное звание – высшая степень отличия за исключительные заслуги перед государством в области хозяйственного, культурного строительства и политической деятельности. Присваивался Президиумом Верховного Совета СССР с вручением ордена Ленина, медали «Серп и молот» и грамотой Президиума Верховного Совета СССР. 12 уроженцев Курумканского района удостоены этого высокого звания: Бадмаев Чомбил Бадмаевич, Бубеев Радна Сагалаевич, Бубеев Цыдып Шакжанович, Дамбиев Гарма Дамбаевич, Парамонов Василий Петрович, Ренчино Нима Бадмаевич, Терентьев Иван Михайлович, Тубденов Шакжи Урбаданович, Хурганов Хабарак Дылгырович, Цидендаржиев Дандоп Читагарович. Курумканский район – это колыбель народного поэта Бурятии Николая Дамдинова, поэта, лирика и писателя-философа Салбона Ангабаева, бараханских соловьев Владимира Шакжиева, Саяна Раднаева и Владимира Буруева, уникальной певицы Чемиты Григорьевны Шанюшкиной, народного артиста Михаила Гамбоевича Елбонова, генералов братьев Хашиктуевых, Антона Бадмаевича Занданова, народных учителей Аюрзана Будаевича Будайна и Марии Гармаевны Чериповой и многих других. 4 июня 2019 года на очередной сессии Совета депутатов района был утвержден гимн Курумканского района на слова Владислава Тугутовича Тугдеме и музыку Пурбона Айдановича Дамиранова «Энелда Хорумхамни».